Гістарычны антырэкорд аслаблення беларускага рубля ў дачыненні да долара. Што гэта? Пачатак глыбокага валютнага крызісу альбо часовыя кан'юнктурныя ваганні. Прычыны і прагнозы сёння ў эфіры эканомікі з Чалым. З вами, уласна, Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Самая выгодная альтернативная нефть российской – это есть альтернативная российская нефть. Больше всего выбросов ночью, когда мы не видимся, спим. Пабіты антырэкорд курса рубля і тэндэнцыя ідзе немаведама куды. Цягам нашай сённяшняй праграмы мы агучым найбольш верагодныя прагнозы курса рубля, але пачнем з прычынаў. Якія чыннікі прывялі да аслаблення нацыянальнай валюты сёлета? Што ж адбываецца? Ну, во-первых, причин всегда несколько. Это причины и внешние, как обычно. В данном случае это ослабление курсов валют развивающихся стран практически всех к доллару. Это, несомненно, фундаментальные экономические факторы белорусские, наши собственные. Главным образом это ухудшение ситуации с внешней торговлей. И помимо фундаментальных факторов всегда присутствует еще на финансовых рынках и фактор психологический. Повлияла, я думаю, и статистика внешней торговли последнего месяца, декабря прошлого года, потому что резко выросшее отрицательное внешнеторговое сальдо именно товарами, не только товарами и услугами, стало рекордным отрицательным сальдо $1 255 миллионов долларов. Это максимум за последние 60 месяцев. То есть фактически с момента прошлого кризиса, 2015 года. Ну и, наконец, ухудшение работы белорусской экономики. Уже мы знаем данные по ВВП минус 1,9% первый месяц. И, конечно же, там основные факторы – это падение нефтепереработки на 40% с небольшим. І до ўсяго гэта дадаецца спрэчкай з Расіяй наконт энергарэсурсаў. Абсолютно верно, да. Але там нібыта цяпер ужо все нормально, нейкія кампрамісы мы все ж таки знайшлі. Россия согласилась пойти на некий компромисс, который мы давно хотели, убрать вот эту самую премию, которая сейчас составляет порядка $10 на тонну. Совершенно верно, на тонну российской нефти, которую мы платим, точнее платили, сейчас этих контрактов почти нет. Похоже, что закончилась эпопея с поиском альтернативной нефти. Вот мы, мол, не будем покупать российскую и так далее. Мы же знаем, что поиски происходили везде. И в итоге эта вся история закончилась достаточно анекдотично. Получилось, что самая выгодная альтернативная нефть российская – это есть альтернативная российская нефть. И действительно... Наступное наивыгоднейшее от того, как купить нафту в трубе, это купить российскую же нафту танкером. Совершенно верно. Иными словами, нам очень сложно избежать так или иначе какой-то привязки к российской нефти. Очевидно, что в результате увеличения стоимости импорта нефти и уменьшается прибыльность нефтепереработки. То есть она, вероятнее всего, становится отрицательной. Очевидно, что чем дороже будет импортная нефть, тем меньше будут объемы этой нефтепереработки, потому что нет смысла эти убытки наращивать. Скажем так, необходимо обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами, возможно обеспечить экспорт самый ближний. Это, как правило, Украина, который премиальный рынок для нас сейчас. Ну и, наверное, все. Например, исследовательский центр ИПМ посчитал, что если вот налоговый маневр будет происходить так, как и планировалось, то нормальным, более-менее выгодным для нас объемом импорта будет порядка 15 миллионов тонн вместо вот тех самых индикативных 24, которые хотела белорусская сторона. В данном случае мне очень нравится описание ситуации первого вице-премьера Крутого, когда он давал интервью относительно вот того, что мы же практически и добивались этих мировых цен. Вот что он сказал. Калі падпісвалі дамову аб ЕС, адначасова быў падпісаны пратакол паміж урадамі Беларусі і Расіі, што ў наш бюджэт да 2024 года мы можам залічыць да 1,5 мільярда экспартных мытных пошлін на нафтапрадукты. Гэта на той момант быў пэўны элемент кампрамісу паміж прэзідэнтамі, каб уступаючы ў саюз са здабываючымі краінамі, мы, не маючы прыроднай рэнты, атрымлівалі нейкую гарантыю, што наша эканоміка не пацерпіць у канкурэнтнай барацьбе. То есть фактически первый вице-премьер по макроэкономике признает, что Беларусь договаривалась с Россией о том, чтобы жить в режиме практически нефтедобывающей страны. То есть часть вот этой самой природной ренты доставалась и нам, ну и, естественно, дальше распределялась по всей остальной стране. По мере ее сокращения это означает, что наша экономика, в том числе и сектор нефтепереработки, должен приближаться, видимо,
к тому, как он выглядит в тех странах, которые, собственно, нефти не имеют. И там совершенно по-другому устроена эта экономика. Практически никто, по-моему, даже никто не занимается нефтепереработкой чужой нефти и продажей нефтепродуктов на экспорт. Как правило, они работают совершенно по-другому. То есть вблизи источника либо это порт, либо это труба. Ну, как, например, в Польше, где находятся нефтеперерабатывающие заводы? Это Плотск на трубе, это Гданьск в порту. С тем, чтобы как можно дешевле можно было получить эту нефть. И дальше нефтепереработка нужна для того, чтобы обеспечить там, бензинами, дизелями и так далее. Да, абсолютно точно. Внутренний рынок. Рано или поздно объемы этой самой нефтепереработки будут сокращаться, значимость этого сектора будет уменьшаться. Значит, мы знаходзімся ў сітуацыі, калі нафтаперапрацоўка перастае быць драйверам беларускай эканомікі, пора пра гэта забываць і пачынаць жыць за кошт нейкіх іншых галінаў нашай гаспадаркі. А што там з іншымі галінамі гаспадаркі? А там, в общем, ситуация тоже достаточно тревожная. Последние новости, которые были в течение февраля, это были плановые, например, остановки 3 цехов Белшины. Вероятнее всего, мы наблюдаем первые признаки того, как проблемы одних предприятий начинают постепенно заражать и своими проблемами другие предприятия. Каких предприятий? То есть в данном случае из 3 цехов остановленных 2 из них целиком обслуживали БелАЗ. Это крупногабаритные и сверхкрупногабаритные шины. А что с БелАЗом? А вот с БелАЗом интересная история. Дело в том, что где-то примерно с середины 2019 года, можно говорить с весны, скорее, может быть, даже с лета, довольно резко начинает падать производство грузовых машин. Если где-то еще больше года назад БелАЗ производил порядка 100 машин в месяц, то сейчас это более чем в половину меньше. Планировалось даже, что и МАЗ совершит такой же трюк, как и Белшина. И как только новость о том, что МАЗ планирует эти самые остановки, буквально в течение нескольких дней выяснилось, что появился какой-то таинственный заказ крупный заказ на производство пассажирской техники, и, в общем, признано нецелесообразным эти самые простои. Ну, але ўлады, тым не менш, все тыя адмоўныя працэсы ў стандартных галінах эканомікі традыцыйных, яны кампенсуюць гэта тым, што будуюць новыя заводы, мадэрнізаваныя для выпуску новай прадукцыі, у прыватнасці Светлагорскі цэлюлозны камбінат. Мы знаходзімся ў Светлагорску, за маёй спіной завод бялёнай цэлюлозы. У яго мадэрнізацыю было ўкладзена амаль $1 мільярд. Аднак запуск вытворчасці адкладаўся гадамі. І вось нарэшце, 14 лютага, Александр Лукашенко націснуў сімвалічную пускавую кнопку. Будаўніцтва цэхаў пачалося ў 2012. У 2015 адбылася няўдалая спроба пуску. Адкрыццё перанеслі на 2017. Нарэшце завод пачаў працаваць у тэставым рэжыме. Што змянілася пасля таго, як кіраўнік краіны афіцыйна адкрыў лінію па вытворчасці цэлюлозы? Только что он уехал, завод стал. Пару дней стоял, да. Ничего не меняется, только работал, 2 года таки работает. Запрацаваць на поўную магутнасць не дазваляюць тэхналагічныя недасканаласці. Так, кітайскі падрадчык па будаўніцтве карпорацыя Самсе правяла электраправодку на завод кабелем, які не адпавядаў тэхнічным паказчыкам. Беларускі бок патрабаваў яго замяніць, але зрабіць гэтага не ўдалося. Его частично только поменяли. Но учитывая, что этот кабель лежит под дорогами, в коробах, под стенами зданий, под полом, заменить весь не предоставляется возможность. Не было никакого контроля за работой строителей китайской фирмы Самсе. И вот они настроили так, что упала часть крыши, а также обрушилась часть одного из сэндвич-панелей. Вот. Аварийные ситуации практически каждую неделю. Тое, што завод працуе не на поўную магутнасць, спрычыняе і экалагічныя праблемы. Патлумачыў нам прадстаўнік аўстрыйскай кампаніі Андрыц. Гэта сусветны лідар па вырабе абсталявання для цэлюлознай вытворчасці. Мы паспяхова перадалі завод кампаніі «Самс» у красавіку 2017 году. Далей завод дзейнічаў пад кантролем і адказнасцю «Самс». Мы можам выключыць варыянт няспраўнасці нашага абсталявання, і такія з'явы, як смурод, не будуць больш здарацца пасля таго, як завод запрацуе ў рамках той інтэнсіўнасці, для якой ён быў запраектаваны. Нягледзячы на тое, што хібы монтажу перашкаджаюць запусціць завод на поўную магутнасць, а значыць, забяспечыць запраектаваную ачыстку шкодных выкідаў, улады працягваюць эксплуатаваць завод часткова.
І гэта ўсцяж спрычыняе моцны спецыфічны смурод. Больше всего выбросов ночью, когда мы не видимся, спим. От этой вони она же ничего не поможет. Это надо или противогаз, или респиратор. Гомельскі камітэт прыродаахоўных рэсурсаў выдаў актывістам ліст, дзе бачна, што фактычныя дадзеныя па некаторых выкідах адрозніваюцца ад праектных у 3000 разоў. Хлор, ртуть, свинец. Проектная документация завода, которую вам уже показывали, рассказывали про это, там заложены способы обезвреживания вот этих дурно пахнущих веществ, высокой концентрации, низкой концентрации. Они должны все улавливаться, сжигаться, и в атмосферу они поступать не должны. На самом деле, как только начались пуски, до сегодняшнего числа мы слышим вот этот вот запах, избавиться от него они никак не могут. Это говорит о том, что технология на сегодняшний день не отработана. Здесь были такие случаи, когда по 3-4 человека скорая помощь в один день после того, как залповые выбросы были, увозила в кардиологию. Мясцовыя жыхары асцерагаюцца, што цырымонія з паўнацэнным запускам заводу пры ўдзеле Лукашэнкі азначае, што ўлады адмовіліся вырашаць як тэхнічныя праблемы заводу, так і экалагічныя. Так, а что принципово изменилось, что Лукашенко приехал, натиснул кнопку? Понятия не имею. Так вот речь о чем? Что только даже из этих вот нескольких таких, ну что ли, отдельных примеров, мы просто берем самые вопиющие, становится понятно, что, в общем, как бы конкурентоспособность оставшейся экономики, ну, не настолько велика, как нам бы хотелось. Как бы заменить нафтопропалку. Совершенно верно. Фактически мы уже объяснили, что происходит с курсом доллара. Потому что в конечном счете, это известно, что в экономической теории реальный эффективный обменный курс вашей валюты определяется на самом деле конкурентоспособностью ваших отраслей, производящих так называемые торгуемые товары. То есть либо вы конкурируете с импортом, либо вы конкурируете на внешних рынках ваш экспорт. То есть, грубо говоря, то, что у вас работает на мировой рынок. И если эта конкурентоспособность невысока или уменьшается, а в данном случае она будет уменьшаться в связи с сокращением нефтепереработки и субсидированием остальной экономики за счет ее, это означает, что вы должны найти какой-то другой способ восстановления этой внешней конкурентоспособности. Расслабиться. Ценовой. Совершенно верно. Главным всегда у нас результатом улучшения конкурентоспособности на внешних рынках было ослабление национальной валюты. Другое дело, что теперь у этого инструмента есть достаточно ограниченные пределы. Ну, например, достаточно сказать, что у нас же есть оценка среднегодового курса доллара в бюджете на 2020 год. Задавали вопрос и Нацбанку, и Минфину во время в парламенте принятия этого бюджета. И если мне не изменяет память, значит, курс там 2 рубля 24,5 копейки заложен. То есть уже близко к тем значениям, которые есть сейчас. Если предполагать, чтобы это все происходило постепенно, то мы где-то летом должны были, наверное, такой курс увидеть. Откуда этот курс брался? Многие тогда удивлялись, неужели вы планируете вот это 10% изменение среднего, оно же означает возможное 20% декабря к декабрю. А Минфин рассказывал, что нет, это не значит, что мы планируем на столь большую величину ослабления. Это означает, что это тот параметр, при котором у нас нормально работает исполнение бюджета. Никто не тянул за язык Максима Леонидовича, он сказал, что не пугайтесь, 2,24 там с небольшим – это стрессовый сценарий. Мы уже практически сейчас среднегодовой курс наблюдаем. Итак, бачим, что побиты антирекорд курса рубля. Вот он, предыдущий максимум, это февраль 2016 года. И тенденция идет немоведомо куда. Да, так вот, самый главный вопрос, на который мы должны сейчас ответить, насколько эта тенденция может продолжиться, возможен ли этот разворот примерно так же, как это было в 2016 году, и примерно оценить потенциал, сколько этого движения осталось, если оно должно продолжаться. Так вот, для того, чтобы оценить потенциал возможного ослабления белорусского рубля, можно обратиться, например, к официальным оценкам Нацбанка. Какие описывают чинники. Да, именно так, и даже пытается численно оценить, насколько, а Нацбанк считает, что белорусский рубль к концу 2019 года был даже переоценен, собственно, из-за чего в том числе происходит нынешнее его ослабление, в реальном выражении.
Он использует много разных методов, не все они нам здесь на самом деле нужны. Есть буквально два, которые, скажем так, используются в том числе, например, и Международным валютным фондом для наших страновых отчетов. Это вот показатель по, сказать, оценке фундаментального эффективного обменного курса. Смысл его в чем? Какой должен быть обменный курс, который балансирует внешний сектор? Потоки текущего счета, капитального счета и так далее. То есть это вопрос внешнего равновесия. И еще один метод, который тоже мне очень нравится, это так называемый подход по заработной плате. Это как раз вопрос того, внутренней нашей конкурентоспособности, грубо говоря, каковы в долларовом выражении удельные издержки на труд при производстве нашей продукции, которая торгуется на внешних рынках. З того, що ми бачимо, при таких заробках на 5% повинен был быть с большим курсом. Значит, еще раз, тут нужно иметь в виду, что это оценка переоценки в реальном выражении. Для того, чтобы понять, насколько должно быть изменение в номинальном, мы должны добавить еще величину инфляции. Поэтому, если речь идет о том, что около 3,5-4% была переоценка в реальном выражении, значит, порядка 7-8% в номинальном выражении – то, что могло бы случиться в течение какого-то периода для того, чтобы эти курсы пришли к равновесному значению. Мусило здариться за повышение заработка. Совершенно верно. В том числе и из ухудшения условий хозяйствования во внешнем секторе. Потеря от внешней торговли. Мы знаем из выступлений и действий Национального банка, что он в действительности очень сильно не хочет руками трогать валютный курс, не хочет вмешиваться в свободное курсообразование. Идеальный сценарий для него дождаться того, чтобы рынок сам нашел новое равновесие, какой этот курс будет. Я бы даже сказал, идеальный как раз сценарий, это, как ни странно, вот этот вот предыдущий пик, предыдущий максимум, когда сначала эмоциональным движением рынка происходит перелет за равновесное значение, а затем без действия Нацбанка, просто за счет того, что другие игроки понимают, что курс, скорее всего, уже за равновесный, выгодно становится продавать иностранную валюту, а не покупать, и находится, наконец, новое равновесие, которое дальше работает, опять же, само. Опять же, исходя из того, что его задача не влиять на валютный рынок, у него есть другие инструменты, которыми он может пользоваться. И мы, на самом деле, хорошо помним. Это так называемый процентный канал, процентные ставки. Если Национальный банк увидит, что тенденция ослабления белорусского рубля становится самоподдерживающейся. А почему она может становиться самоподдерживающейся? Просто экономические игроки, предприятия, люди начинают покупать просто потому, что растет. В надежде, что ты тем самым заработаешь. Вот этой ситуации ему очень бы не хотелось. И мы знаем, как он поступал в предыдущие разы. У него есть способ, то, что называется создание искусственного кризиса ликвидности. Поднять процентные ставки, например, на межбанке по своим инструментам. Это можно сделать резко, это можно сделать ненадолго, но смысл заключается в том, окей, вам же все равно нужны, банкам ли, еще кому-то нужны рубли. Продавайте свою валютную позицию, потому что иначе рубли от Нацбанка вам будет доставаться очень дорого. То есть вот этот сценарий, в принципе, я думаю, один из самых вероятных. Сложно сказать, где будет вот эти самые действия Нацбанка начнутся, но, в принципе, скажем, есть экспертные оценки, оценки с помощью различных статистических и эконометрических методов. Это анализ исследовательского центра ИПМ. И что там говорится? На протяжении всего года они рассчитывают, что ослабление рубля будет происходить и может достичь в номинальном выражении от 10 до 15%. То бок это еще не початок глубокого валютного кризиса. Это даже вообще не валютный кризис на самом деле. То есть анекдот в том, что то, что происходит, это нормальная реакция нормальной экономики на изменения в внешнем секторе, главным образом. Ну и плюс еще наши фундаментальные проблемы сюда накладываются. То есть так должно быть. Первым инструментом, который реагирует, и должна быть реакция валютного курса. Другое дело, что это не должно быть единственной реакцией. Она должна быть первой, но за ней на любой системный вызов, с которым мы столкнулись, а это системный вызов в структуре нашей экономики, должен быть системный ответ, а не конъюнктурный. И это означает, что без того, чтобы заниматься структурной перестройкой, все равно этого будет недостаточно. То бок, з одного боку, мы бачым, што знешнія шокі – это выконваць пэўную станоўчую ролю, што даюць імпульсы астатняй эканоміцы развівацца, а не толькі нафтаваму сектару. Але з другого боку, мы бачым, што гэтыя імпульсы
ўсё ж натыкаюцца на закасцянеласць сістэмы, як, напрыклад, зі Светлагорску, калі змены адбываюцца проста толькі на БТ, фэйкамі. Яны падманваюць, што яны адбываюцца, насамрэч не адбываюцца. І у выніку ўзнікаюць асцярогі, што проста пройдзе месяц, паўгода ці год, калі улады, не могучы забяспечыць структурныя змены, проста вернуць часова нафтавыя датацыі ўзамен на ўсё, што запатрабуе Крэмль. Да, риски этого растут. Соблазн такой велик. Каб не пропустить новые выпуски «Экономики с Чалым», подписывайтесь на канал Белсатом в YouTube и в социальных сетях. С вами был Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.